Ну, сегодня мы находимся на улице Жарницкого. Здесь вот у нас пересечение с улицы Песчаная. И здесь, как мы традиционно проводим обследование мест, где проводились работы в рамках программы БКД, как уже теперь говорят, уже не БКАТ, а БКД. Здесь работы проводились на Жарницкого в 2019 году. Подрядчиком была Дорис. В 2020 здесь даже кое-какие работы переделывались. Подчеркнуто было, что была переукладка как раз-таки тротуарной плитки. И вот на сегодняшний момент мы видим итоги всей этой работы. И теперь имеем возможность все это оценить с точки зрения эстетики и комфорта. Ну, что хочется сказать. Если оценивать с точки зрения того, что здесь раньше была грязь, жижа и совершенно невозможно нормально пройти, то здесь, конечно, стало лучше. Появилось твердое покрытие, как асфальтовое, без всяких колдобин. Есть пешеходная зона, по которой можно ходить и здесь не попасть в какую-нибудь грязь или лужу. В этом плане вроде бы все исполнено, есть прогресс. Но все-таки, если быть придирчивым горожанином, то здесь можно наблюдать, что очень много мест открытых, где есть песок. То есть вот здесь рядом песок вот открытый остался. На той стороне вот мы видим большая площадка, которая должна была, наверное, быть заасфальтирована, забетонирована, не знаю, но она также открытая. И так вот, в принципе, такие вот проплешины с песком, они здесь на всей протяженности улицы Жарницкого. По поводу того, что подрядчик здесь переукладывал плитку, возможно, она была хуже. На данном участке, в принципе, она относительно ровная. Но если мы дальше пойдем до пересечения Пирогова и Калица, то там уже будет видно, что плитка, она, я не знаю, ее, по-моему, как будто бы и не перекладывали. То есть она лежит как-то неровно. Давайте, скажем так, обследуем, пройдемся. Вот мы видим, что вот у нас пешеходная часть. Вроде бы нормально исполнена, но опять же видим, вот песок копится все-таки, грязь копится. Вот здесь уже плитка проваливается. Здесь вот это вот что я понимаю, у нас вот зоны разделены на муниципальные, частные, там прочие, да, но все-таки здесь можно было что-то придумать. Здесь вот у нас песок, грязь. А здесь, я так понимаю, проектом не предусмотрена была пешеходная зона, поскольку здесь лоток. Вот здесь как был песок, вот этот песок так и остался. Вот в каком году здесь будут доделаны работы? Есть ли какие-то планы по благоустройству дальнейшему данных участков? Пока не ясно. Видимо, может быть, и этого никогда не будет. Нет, если мы говорим о благоустройстве, то мы должны подходить как-то все-таки, хотя бы, если и поэтапно, то все-таки целеустремленно, чтобы достичь того, чтобы здесь не было вот таких зон открытых с песком, чтобы здесь все-таки либо асфальт, либо плитка была, либо там еще какое-то озеленение, но чтобы не было открытых мест с песком, который создает, скажем так, пыль. Все так потертое выглядит, затертое, затопленное. Видно, что здесь уборка редко проводится, даже вообще, наверное, не проводилась с момента, я так подозреваю, да, наверное, даже и с момента укладки она здесь не проводилась. И таким образом здесь вид такой вот неухоженный совершенно. Здесь вот мы идем по каким-то, опять же, буеракам. Так, вот мы перешли на противоположную сторону улицы Жарницкого, и здесь наблюдаем участок, где у нас вот проложена новая плитка, которую вроде бы подрядчик перекладывал. Что мы можем тут увидеть? Опять же, вот непонятная часть с какими-то камнями и песком. И вот здесь у нас проложена пешеходная зона. Справа у нас камни, слева у нас песок, лоток какой-то тоже, который уже частично у него плита разрушается. И плита, которую вроде бы перекладывали. Но я не скажу, что ее удачно переложили, она вся неровная, кривая. Можно, конечно, опять же списывать на нашу мерзлоту, но мне кажется, здесь проблема все-таки изначально технологии укладки. И что мы можем здесь наблюдать? Вот, опять же, по проекту проложили у нас пешеходную зону. Здесь у нас вот возле дома придомовая территория, здесь вот старая плитка проложена.
Здесь у нас куча песка. И непонятно, собственно, вот чего по проекту у нас добиваются люди, когда вот говорят о благоустройстве. То есть вот это вот одну узкую полосу, они считают, вот все это благоустройство. Здесь вот то, что происходит, это как бы уже природа, стихия. Вот у нас вклинивается эта новая часть пешеходная в старую часть, которая сделана возле дома, придомовая территория выложена. И, видимо, здесь посчитали проектировщики, что зачем плитку тратить лишний раз, ну вот пусть вот будет использоваться старый кусок, где уже плитка сделана. Здесь что у нас непонятно. Здесь вот будет ли здесь озеленение, возможно ли оно здесь вообще. Потому что здесь очень плотно утоптанный песок с камнями. И тут даже если насыпать сверху земли, ну я не знаю, как бы, что тут вырастет в итоге. Тут еще и лоток проходит, опять же. И вот здесь вот у нас начинается врезка нового участка. Вот его, наверное, сделали. Тут, наверное, тоже что-то перекладывали, но, опять же, как бы, ну, тут щели какие-то, прочее. Ну, еще более-менее как-то выглядит. Здесь у нас вот газон, судя по всему. Вот, газон, в котором есть провал. Провал с какими-то железяками, с лотком, опять же, с досками. Земля вся высохла, тут какие-то сорняки растут. Ну, то есть, я не считаю, что это благоустройство, как бы. Это вот как-то вот на откуп, опять же, стихии, что тут вырастет, что не вырастет. Тут, как бы, тут больше пыли, наверное, здесь летает от этой высохшей земли. Ну, а здесь вот у нас, вот, собственно, опять же, начинается разрушения всеразличные. И я тут тоже не знаю, перекладывал здесь, Дорис не перекладывал он эту плитку. То есть если перекладывал, то, наверное, как-то не очень удачно. Опять же, вот это вот здесь засыпали щедро так щебнем все. Вот это кто должен был асфальтировать? Опять же, собственник, муниципалитет, кто? То есть почему это здесь нету асфальта в итоге? Щебень уложен, а покрытия никакого сверху нет. А вот это вот как вот? Ну, вот это вот как вот. Вот такие вот у нас работы идут по гарантии, видимо. Гарантийное обслуживание. Вот я не знаю, вот этот участок когда был сделан, в 19-м либо в 20-м. Но вот здесь опять же такой у нас идет дорожка. Здесь у нас опять пустырь. Ну, видимо, считается по проекту, что здесь какой-то благоустроенный, зеленая зона какая-то. Ну, она зеленая слегка разве что. Здесь вообще дикий камыш растет. Но хочется отметить, что вот на недавнем пресс-конференции нашего мэра Евгения Григорьева, он там заявил о том, что никому из подрядчиков спуску не даст. Все они должны будут исполнять контракты качественно. Те, кто что-то не доработал, они дожмут их, чтобы они все это выполнили до конца. Но я надеюсь, вот тут все-таки, если у нас еще с 2020 года действует гарантия, все-таки что-то сделают. Подрядчик все-таки, может быть, до ума доведет здесь эту плитку кривую. Опять же, если вспомнить пресс-конференцию минувшую, там мэр заявил, что будет создана новая структура, которая будет специализироваться на озеленении. Как скоро она появится, пока не ясно, но, видимо, со следующего года, может быть, и появится. И, возможно, она плотно возьмется вот за такие вот участки. Может быть, здесь что-то приведут в порядок, здесь будет либо зелень, либо асфальт. Там, ну, главное, чтобы не было вот источников грязи. Вот здесь вот проект почему-то, видимо, уперся в какую-то непреодолимую стену. И здесь вот мы видим, что никакой работы вообще не было. То есть здесь вот старый лоток, старая, уже втопланная глубоко в землю плитка. Здесь вообще земля голая. То есть здесь почему-то благоустройство как-то оборвалось вот на этом месте. Ну, непонятно. Вопрос в том, что здесь вот конкретно благоустройство ничего не привели почему-то вот на этом месте. И надо ходить вот по этим колдобинам. Вот здесь у нас вот была плитка раньше, теперь это плитка под песком. Не, ну это старое, давно, вот, видимо, вместе с домом сделали территорию. Но нового здесь ничего не положили. Все. А то, что было здесь, оно вот пришло в негодность. Здесь вообще вот у нас, опять же, что это вот? Почему вот отсюда, вот с этого места перехода плитка началась, положили, а вот здесь вот ничего нет? Вот как это понять? С чем это было связано? Опять же, хочется отметить, что здесь все выглядит очень-очень заброшенным, неухоженным. Здесь, по-моему, метлы никогда не видели эти плитки, эти улицы.
грязная очень. И опять же, если вспомнить минувшую пресс-конференцию, опять же, глава города говорил о том, что будет создаваться служба муниципальных дворников. Ну вот хотелось бы, чтобы она скорее появилась, и, возможно, они, кроме центра, будут заниматься и вот такими улицами, как Жарницкого. Вот опять же, вот у нас здесь участок, якобы газон. Ну вот можно ли сказать, что этот газон как-то украшает данное место, данный перекресток? Не проще ли было бы здесь вот плитку также до конца положить по бордюру и здесь ограждение и поставить? То есть, как бы, ну, здесь маленький-маленький треугольный кусочек узкий, на котором ничего толком не растет, и никакой красоты, эстетики он тут как бы не наводит. Хочется обратить внимание, что вот здесь плитка крупная, такая же, как на улице Курашова, а там у нас была плитка совсем другая, была квадратная с каким-то там этим орнаментом, и была цветная красная плитка. То есть почему у нас по благоустройству как бы не используется единый стандарт плитки, непонятно. То есть, как бы, либо это разные годы работы, может быть, из-за этого, либо действительно им единого не хватило для единого образа, вот как бы именно такой плитки, вот они обошлись той, которую смогли закупить. Но получается, вот здесь вот у нас плитка прямоугольная, такая крупная, а на той стороне у нас какая-то старая, красноватая или там розоватого цвета. Ну, уже выцветшая плитка. Ну, может быть, она еще раньше была уложена, предположим, ладно. Опять же, вот можно ли сказать, что эта плитка уложена идеально? То есть мы видим крупные щели. Вот. То есть вот не видно, что здесь вот эту песко-цементную смесь, так сказать, сюда как-то утрамбовывали, как-то затирали туда. То есть опять же плитка неровно, что-то глубже, что-то выше. Не засыпан остался вот этот коллектор, вот эта часть. То есть когда это доведут до ума, потому что все-таки это небезопасно, сюда и упасть можно. То есть будет ли это по гарантийным обязательствам подрядчикам как-то до ума доводиться или нет. Здесь опять же вот плитка у нас, вот не сказать, что ее перекладывали. Или если перекладывали, то как бы, ну, опять же, я скажу, неудачно переложили. Плитка совершенно неровно лежит. Но здесь грязно все-таки, опять же. Вот дворников здесь не хватает. Вот здесь опять же вот эти вот места незащищенные, источники грязи и пыли, как обычно. Может быть, вообще, скажите, отказаться вот от каких-то этих дорогущих программ по озеленению, скажем так, и способствовать тому, чтобы больше сорняков росло. Вот пусть естественная зелень, она закрывает всю почву, как бы, и вот как там, вот пустырь, вот он весь зарос. Вот у нас, видимо, власть этого добивается, чтобы вот такие пустыри зарастали сами. Но тут просто и люди ходят в обход, и в некоторых местах из-за этого это, собственно, ничего не растет. Вот, опять же, смотрим, плитка поменялась, вот она стала такая вот. То есть там у нас прямоугольная была крупная, здесь вот она теперь такая квадратная. Вот как на участке от улицы Песчаной до Рыдзинского. То есть у нас 3 вида плитки здесь. Квадратная, прямоугольная, крупная, мелкая, красная. Ну, вот как пешеходу здесь, вот смотрите, все-таки вот песка много здесь. Вот обувь вот здесь чистую никак не сохранишь. Вот она будет пыльной в итоге. Вот пройдешься по всей Жарницкого, все. Ну вот Клара Цеткин, здесь вот проект закончился, и проект закончился как-то вот так вот. То есть бордюра тут как бы не уложена, плитка уже вываливается. Здесь остался неубранный песок, неубранный раздолбанный асфальт. Вот этот. То есть как бы вот здесь, ну, песком засыпали. Видимо, здесь работы продолжатся, вот только когда они здесь продолжатся. И когда вот этот весь лишний мусор строительный будет убран, тоже не ясно. Будь здоров. Спасибо. Опять же, вот отдельно хочется отметить, вот здесь все-таки с опорами попроще было. Здесь вот есть опора, которая вот торчит, но она все-таки так аккуратно вписалась. И хочется заметить, что здесь на Жарницкого вот прямо посреди, вот как у нас обычно бывает, в пешеходной части опор пока что столбов не встречалось. Ну, здесь как бы, видимо, либо с энергетиками договорились, либо здесь изначально столбы так установлены, что удалось вписать пешеходную часть как бы аккуратно там, чтобы не поперек, вот не посередине прямо вот столбы стояли. Здесь это похвально, скажем так, здесь это радует. То есть вопрос в том, что результат ли это работы или это так получилось. Как бы.
Вот тут вот если что-то переделывать и перекладывать, ну вот уже кто-то вписался в это ограждение, вот оно стало кривым, оно выломано уже практически. Ну, вот будет ли идти замена, и карантинный ли это случай или нет? То есть сделана она была в 2020 году, сейчас 2021, и она уже вот в плачевном таком состоянии. То есть это вот печально. Конечно, может быть, и подрядчик тут не виноват. Тут виноваты те, кто сюда врезались, но почему своевременно здесь ничего не восстанавливается? Почему вот это кривое ограждение вот здесь стоит и всем показывает, что здесь так неудачно и некрасиво? Или это предупреждающий знак теперь такой? Вот здесь вот у нас идет вроде бы какая-то площадка перед магазином, да? И вот смотри, сколько песка. Вот, вон. Это, под ним вроде бы бетонный есть какое-то покрытие, но вот все в грязи вот этой. Все в толстом слое песка. Вот сильный ветер будет, это все полетит на людей, в машины, в окна там чьи-то. То есть вот, и вот такого песка, вот так, всего вот этого мусора здесь вот, ну, достаточно хватает. И опять же, вот, будет ли здесь уборка какая-то систематическая проводиться, кем она будет проводиться? И почему это не определяется на стадии уже вот подготовок и проведения работ, то есть чтобы когда завершили работу, сделали там и асфальт, и тротуар, чтобы было понятно, кто отвечает за содержание, вот, кто здесь отвечает за содержание. Здесь никто не за содержание этой улицы не отвечает по ходу, потому что на всем протяжении она вся грязная, в песке, в каком-то мусоре, камнях. И ну, не видно здесь хозяина вот в этой части города. Опять же, вот плитка, вот как она уложена. Вот она в щели с палец толщиной вот, между плитками. Ну вот, да. Ну вот. То есть где тут это песко-цементный раствор, который сюда засыпать должны были, чтобы он, как нам говорили, все это сцепил, сковал, чтобы плитки не расходились. То есть тут как бы не видно, что это что-то делалось для того, чтобы плитка прочно сидела. Вот она лесенками, кто-то выше, кто-то ниже, что это вот как-то. Вот опять вот вроде бы землю уложили здесь. И кто здесь что посеял? Тут какие-то колоски какие-то выросли и все. Ну, в 2020 году, мне кажется, можно было здесь что-то. Хотя у нас, конечно, могут сослаться на ковидные ограничения, но все-таки либо в этом году начать что-то работать, а сейчас уже середина лета, и здесь не видно, чтобы кто-то работал по озеленению. Вот выпадает, тут плитка выпала, бордюр выпал. И если здесь так оставить все вот это, то через год еще хуже станет. Здесь она уже расплывется окончательно, вся эта плитка разойдется, здесь уже и втопчутся, и будет здесь в местах, где она проседает, будет вода скапливаться, грязь скапливаться здесь. И все станет через пару лет, как будто бы здесь и не делали ремонта. Вот. Под толще песка вот эта плитка лежать, и по ней будут люди ходить, и будут опять плеваться и говорить, что вокруг грязь, все плохо. Содержать надо все это же. Вот у нас остановка сделана, а здесь вот у нас лоток с плитами, он ниже уровнем. И то есть вот надо вот так вот идти, вот так вот. А если человек пожилой, а если человек там хромой, еще какой-то, вот он тут споткнется и все, и рухнет. То есть как бы и здесь грязь опять же вся собрана. Конечно, здесь скажут, лоток вот проложен, лоток там. Но какие-то решения же технологические, они же существуют. Как-то это сделать так, вписать аккуратно, чтобы здесь вот хотя бы на этом участке что-то было на уровне одном. И остановка, и вот эта часть с лотком, и вот здесь это пешеходная часть. А здесь как бы все независимо друг от друга сделали, и для кого это? Вот, как бы, я считаю, это не для горожан. У нас очень часто такое на улицах встречается, вот, уникальные такие места. Вот подойдем ближе. Вот пешеходная часть, указатель остановки. Вот будь я выше, как говорится, ну, здесь вот ограждение для газовой трубы. Вот. Все это как бы вот здесь вот вписывается, так сказать, прямо в пешеходную часть. И вот узкий такой проход образуется здесь пешеходный. То есть, в принципе, здесь можно даже и травму, наверное, получить, если удариться об что-то. Вот у нас здесь предусмотрен был спуск к рядом стоящему заведению. Ну и вот у нас, как обычно это бывает, вот он идет,
и начинает разваливаться. То есть вот тут как бы я понимаю, тут лоток, но перед лотком тоже можно было что-то сделать. Какой-то бордюр установить, еще что-то, чтобы здесь было так ровно, красиво. Спуск там, или проход как бы. Ну вот мы подходим уже к Пирогово. И там дальше на той стороне Кальвица. Какой можно подвести итог осмотра улицы Жирницкого? Ну, если честно, я скажу, что я не заметил здесь того, что подрядчик какую-то работу провел по переукладке плитки. Я считаю, что это не работа по исправлению каких-то ошибок. Либо они успели образоваться уже сразу же после того, как он их переложил. Я не знаю, как бы, ну, в таком виде я бы не принял работу, если честно. Я бы заставил переложить еще раз. Я бы поинтересовался, почему плитки разных форматов используются. Нет единого стиля, опять же. Ну и другой вопрос. Ладно, мы сделали улицу, отремонтировали. Это хорошо уже. Мы сделали пешеходную более-менее часть, это тоже хорошо. Но вопрос содержания, опять же, почему это дело все в грязи, в песке? Почему здесь столько ям каких-то по бокам, где тоже будет все это скапливаться, и это будет все вредить? То есть эта работа в итоге через пару лет уйдет на смарку. Она вся зашоркается, вся залипнет песком, прочим каким-то глиной какой-то и камнями, и все, и будет выглядеть абсолютно, как будто здесь никакого ремонта не было. То есть это что? Это пустая трата денег, мне кажется. Если мы серьезные деньги вкладываем в федеральные там программы, мы говорим о благоустройстве очень возвышенно и громко, что мы город там исправляем, делаем его красивым, но почему здесь некрасиво-то в итоге? Почему здесь как-то вот неуютно совершенно? Я вот этого не пойму. Поэтому здесь хочется пожелать окружной администрации нашей последовательности и все-таки упорства в том, чтобы те, кто исполняет работу, они доводили ее до конца.